Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 12 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Вот взяла карту Ленорман по вашему совету. Это у нас карта дня будет. Это карта, которая говорит, что нам поможет сегодня. Это что нам будет мешать. Карта на отношения, на работу, на финансы и на итог дня. Так, посмотрим. Подсказочки будем делать на маг-колоде метафорической. Да? Итак, у нас выпала карта 11 под названием плеть. Да? Сегодня потребуется очень большая активность, да, чтобы все успеть. Может быть, будет просто много дел, которые вот в нашем списке необходимым, да. Также, может быть, будут какие-то споры, может быть, кто-то будет по отношению к нам себя как-то агрессивно вести. Также, может быть, для кого-то это будет день, который вы посвятите спорту, который вы посвятите физической активности. Кто-то, может быть, даже на охоту поедет, да, может быть, у кого-то отпуск, там рыбалка, охота, еще что-то такое. Также карта часто говорит о каких-то сексуальных желаниях, да, когда действительно вот повышается в отношениях желание, появляется страсть и так далее. Также карта говорит о том, что могут появляться какие-то ситуации зависимости, да, или от какого-то определенного человека, да, это может быть на работе, допустим, от начальства, или кто-то в коллективе на вас так влияет, или, может быть, это в отношениях партнерских, в семье и так далее, да, вот может быть такое, что будет ситуация зависимости, а также может быть зависимость и как бы наша личная, да, то есть это может быть алкоголь, это может быть переедание или еще что-то такое. То есть вот день, он очень, с одной стороны, насыщенный, с другой стороны, если энергия не вышла в достаточном количестве, вот, которая дана была на день, она может как-то обернуться против нас. Вот здесь нужно быть осторожней. Что будет помогать? Здесь у нас выпадает карта клевер. Помогать будет наше настроение на то, что вот все, что нам необходимо, мы получим, да, в нужное время, в нужном количестве. Вера в нашу удачу, вера в то, что все обязательно разрешится благоприятным образом, да, то есть когда мы не придаем чему-то очень такого большого значения, не усугубляем ситуацию, да, и надеемся на лучшее. То есть мы должны понимать, что сегодня, даже если какие-то сложности есть, это все быстро пройдет. Даже к концу дня, скорее всего, здесь уже все будет ровно. А что будет мешать? Будет мешать, если мы будем неправильно смотреть на людей. Да? Вот, допустим, человек перед нами, который вообще как бы не способен на какое-то там на сострадание, на какие-то благородные поступки, а мы в нем видим что-то хорошее, да, естественно, что все это поворачивается к нам совершенно не той стороной, да, то есть нужно видеть людей сегодня такими, какие они есть, в их естественном свете, да, не нужно приукрашивать, не нужно видеть друзей там, где у нас враги, допустим, да, не нужно создавать себе какие-то иллюзии. Это раз. Во-вторых, не нужно надеяться на кого-то, нужно сегодня именно самому действовать. А здесь вот как бы самое главное сегодня для того, чтобы день прошел хорошо, это инициатива в наших руках, это ответственность на себе самом, да. Ни в коем случае не нужно надеяться, что кто-то придет, решит все наши вопросы. Вот именно если мы сегодня сами действуем, тогда только у нас все прекрасно здесь получается. А теперь у нас отношения. В отношениях рыба выпадает, но карта для отношений довольно-таки приятная, да, это карта и таких вот ухаживаний, подарков, когда мы можем, может быть, вместе даже пойти что-то купить приятное, да, это вообще у нас карта, когда мы чувствуем себя комфортно рядом со своим близким. Также эта карта
знаете, какого-то улучшения, вот выхода на новый уровень. А кто-то вот реально поедет на море, да, то есть рыба у нас как бы с водой связана, да, на речку, на море, вот может быть у вас будет такая совместная поездка. Либо просто вот такой отдых, комфорт. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Вот сегодня вы можете познакомиться с человеком, если попросите его о какой-то помощи, оказать какую-то услугу. Для тех, кто в паре. Вот сегодня самое важное для того, чтобы день прошел хорошо, мечтать вместе о чем-то важном для обоих. Да? В общем, нужно сегодня поверить во что-то невозможное, то, что вы считали раньше невозможным. Да? Вот есть, знаете, вот какая-то магия в сегодняшнем дне. Вот если вы, допустим, будете мечтать вдвоем об одном и том же, то может как бы энергия вот в таком усиленном количестве поступить в ваше желание, да, и оно быстрее сбудется. Допустим, вам хочется, допустим, жилье, да, допустим, у вас нет собственного жилья, и вы вот вместе можете об этом помечтать, поговорить, то есть как бы наполнить желание энергией, да, вот, и оно как бы получит сигнал такой, да, к материализации. То есть вот карта говорит о том, что сегодня желательно выходить за пределы, вот, хотеть того, чего вы даже боитесь хотеть, да, вы не верите, что это может исполниться, а ведь оно может произойти вполне. Так, общие мечты какие-то нужны вам. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что, скорее всего, в отношения вмешивается какой-то человек другой, да, вот совершенно человек, который не хочет, чтобы вы были вместе. То есть он может говорить какие-то неприятные вещи, допустим, о вас, вашему партнеру, да, или он может, просто как-то вмешиваться в ваши отношения и этим портить, да, то есть вот если вы не решите вот этот вопрос третьего лишнего, то у вас и не решится вопрос с примирением, то есть вот здесь вот нужно с этим разобраться. А для работы выпадает карта облака. Значит, в работе будут какие-то сложности, непонятные моменты, может быть, переменчивые ситуации, да, утром так, в обед так, вечером по-другому, может быть, даже какой-то конфликт, да, конфликт интересов. Один хочет одно, другой хочет другое. Но в любом случае, смотрите, здесь нужно быть внимательным, нужно трезво смотреть на вещи, на людей, на ситуации, проверять все бумаги, не допускать ошибок, концентрироваться постоянно, да, и нужно все проверять и перепроверять. Если чего-то не знаете, нужно переспросить. То есть вот день такой, когда очень много может быть ошибок, которые потом вот выйдут наружу. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вам поможет какой-то человек, ваш друг, либо просто любой человек, который как-то вот вас вдохновит, значит, знаете, вас как-то поверит, да. Ну и может быть это не просто моральная какая-то поддержка, это может быть и поддержка в плане, может быть, рекомендаций, да, для тех, кто работает уже. Но здесь карта говорит о том, что действительно вы хотите одного, а получаете сегодня совсем другое. И вот может быть не так плох день, как не сходится с вашими ожиданиями, да, и вот поэтому как бы сложно здесь все проходит. Для тех, кто своим делом занимается, вот здесь вот реально может быть какой-то человек проявит агрессию, может быть даже тот, от которого вы не ожидали, да, вот здесь нужно быть осторожнее. В общем, сегодня действительно могут быть сложности, связанные со взаимоотношениями. Вот все карты говорят о том, что нужно быть осторожнее и пытаться, может быть, вообще сегодня не конфликтовать, да. Но в крайнем случае, если даже нельзя уже по-другому, тогда нужно прям за себя стоять хорошо. Но если есть возможность уйти от конфликта, так и нужно сделать. Вот здесь может быть и с клиентом проблема, и с партнером, и, в общем, может быть как раз такая ситуация, которая даже, вот знаете, может быть какие-то ваши помощники, да, по делам, по бизнесу, вот как правая рука, да,
они могут как-то вас подвести так, что вы даже не ожидали. В финансах выпадает карта ключ, замечательная карта, которая говорит об открытии новых возможностей. Здесь может быть и новый источник дохода, либо решение вопроса, связанного с деньгами. Допустим, трудная ситуация была, все начинает решаться. Причем, знаете, может быть, допустим, раньше бились, не получалось, а тут вдруг все начало проворачиваться, да. Тем более у нас здесь два ключа изображено. То есть, может быть, сразу по двум направлениям даже пойдет улучшение финансов, или сразу два источника дохода, или сразу два каких-то, ну, две суммы, да, придут на счет. А для тех, кто на зарплате работает, карта говорит о том, что даже если вот здесь ситуация разрешается, все равно будет такое чувство, что кому-то больше, да, заплатили, кому-то меньше. Какое-то чувство несправедливости может быть для тех, кто своим делом зарабатывает. А здесь, скорее всего, зависит от партнера ситуация, да. Но вот смотрите, скорее всего, в разговоре с какими-то людьми, с партнерами, с клиентами, вот с кем-то, с кем вы сегодня можете пообщаться, да, возникнет возможность открыть какое-то новое направление, которое принесет деньги. Просто в разговоре, может быть, выйдет какая-то идея. А теперь в окончании дня у нас появляется всадник, да, карта всадник, которая говорит о том, что прямо в конце дня какие-то будут новости, какие-то люди могут появиться новые, какие-то события новые. В общем, перемены, связанные с другими людьми и с информацией, да, какой-то новой. Давайте посмотрим дополнительно карту. Да, скорее всего, появится человек, который порадует, да, который, может быть, какие-то счастливые минуты подарит, да, вот благодаря ему вы будете счастливы, может быть, предупредит о чем-то важном, да, что могло бы для вас, ну, чем-то плохим стать, может быть, покажет какую-то ситуацию, на которую мы не замечали, да, и которая нам вредила. Может быть, страхи какие-то развеются наши благодаря вот информации, которая придет вечером. В общем, действительно, день такой очень насыщенный, и даже заканчивается он каким-то обновлением, улучшением ситуации. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.